Международному дню родных языков в Башкортостане пройдут несколько флешмобов. Например, предлагается записать видео для социальных сетей, в котором нужно сказать крылатую фразу на родном языке и тут же на русском ее перевод. Какие еще флешмобы пройдут и в целом, что у нас проводится для развития родных языков, обсудим с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами начальник управления национального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан Булат Зинуров. Булат Ильшадович, здравствуйте. Добрый день, хайрлы күн, эзендер и сенмесес. Отлично, очень приятное такое приветствие. Спасибо большое, что пришли к нам на программу. И также ждем подробностей, какие флешмобы запланированы и самые интересные из них. Конечно, День родного языка – это новый праздник, который ворвался в нашу республику, хотя он празднуется во всем мире уже 2000 года, но именно в последние годы особое внимание уделяется родным языкам. В прошлом году впервые прошла акция написания диктанта на 6 родных языках, и в этом году, естественно, мы хотим ее продолжить. И в наших общеобразовательных организациях, колледжах, вузах пройдут диктанты на 6 языках. Почему именно 6 родных языков? Потому что именно в республике это, наверное, уникальный регион, где изучаются, обучение ведется на 6 родных языках. Это русский, башкирский, татарский, марийский, чувашский и удмуртский языки. Говоря о акциях, конечно, многие акции уже сегодня начались. Например, также в школах и в колледжах, и также в вузах. И сегодня начались такие акции, как «Подари книгу на родном языке», когда студент либо школьник дарит другу свою книгу на своем родном языке и также говорит, о чем эта книга. И мы думаем, это вот позволит популяризировать родные языки. Конечно, нельзя не говорить о всех акциях, которые будут проходить в социальных сетях. Именно 21 числа мы запускаем онлайн-марафон, где будут транслироваться на нашем YouTube-канале самые интересные практики, интересные выступления детишек на родных языках, самые вкусные мастер-классы наших учителей по приготовлению национальных блюд, по национальным украшениям. И самое интересное, здесь мы не ограничиваемся несколькими языками. Здесь мы представляем множество наших народов. И отрадно, что эти акции идут у нас не только однодневные, то есть именно в День родного языка, они идут в течение учебного года. Почему? Потому что у нас очень развита сеть и национальных воскресных школ, то есть по всей республике 15 воскресных национальных школ, которые осуществляют свою деятельность, ведут преподавание, изучают культуру и историю своего народа. И здесь, опять же, говоря о разнообразии культур, мы и башкирские национальные воскресные школы, армянские, польские, немецкие. Поэтому мы в этот день постараемся показать именно разнообразие наших народов, а также их единство и дружбу. Булат Ильшадович, мы знаем, что у нас в республике проживает более 160 национальностей, народов, да, и расскажите, пожалуйста, как у нас строится общеобразовательная программа в школах, как тем, кто только собирается в школу, или те, кто хочет изучать родной язык, что им для этого нужно и как все строится программа? Сегодня нет никаких ограничительных мер, чтобы ребенок не изучал свой родной язык. Конечно же, по возможностям общеобразовательных учреждений. Я уже ранее говорил, что 6 языков, и точнее на 6 языках ведется обучение. И отрадно, что детишки, приходя в школу, выбирают уже свой родной язык в качестве обучения. Это говорит о том, что родной язык знать это модно, родной язык знать это нужно. И родители понимают, что когда ребенок знает свой родной язык, он знает свою историю и культуру. А говоря об изучении родных языков, 14 языков у нас изучается по всей республике. И здесь формы изучения, опять же, разнообразные. Либо это во учебной деятельности, либо во внеурочной деятельности, а также дополнительная, либо кружковая деятельность. Поэтому здесь, опять же, говоря о том, что именно мы уникальный регион, не будет ошибкой, потому что именно у нас в республике вот именно разнообразие такой языковой культуры, а также возможность изучения родных языков дается в полной мере. А также здесь нельзя, наверное, не отметить, как мы стараемся помочь нашим соотечественникам, которые живут за пределами Республики Башкортостан, потому что сегодня у нас более 4000 детишек изучают башкирский язык за пределами Республики Башкортостан. Это относительно новая программа. Плюс здесь надо, наверное, еще сказать, что вот совсем недавно мы, опять же, расширяем нашу сеть воскресных школ в регионах, и уже в рамках грантовой деятельности сегодня мы планируем открыть 9 воскресных национальных школ именно в регионах, где
компактно проживает башкирское население. И благодаря грантам главы Республики Башкортостан о сохранении и развитии родных языков мы этот проект, мегапроект, я бы сказал, осуществим в этом году. Но наша республика уникальна еще и тем, что у нас развивают полилингвальные школы. Вот в Уфе у нас открыты 2, в Нефтекамске открылось, и там планируется расширение. Как вы оцениваете вот этот опыт? Какой отклик видите от родителей, от учеников? Полилингвальное образование ворвалось в нашу республику, в систему образования, и оно стало неотъемлемой частью сегодня, потому что нельзя говорить, что только именно в полилингвальных школах изучаются несколько языков. Конечно, полилингвальные школы, они флагманы системы образования. Сегодня уже 2 школы у нас в Уфе, которые функционируют, в Стерлитамаке, 23-я школа, естественно, новые присоединяются к этому ряду именно полилингвальных школ, это город Нефтекамск. Говоря о востребованности, наверное, здесь нельзя не отметить недавно прошедшую полиолимпиаду на Кубок Главы, которую проводила 44-я полилингвальная школа, где принимало участие более 1000 детей, подавали заявки, а в финал прошли 100 участников, которые соревновались по знанию нескольких языков. Здесь уже хотелось бы, наверное, отметить, что знание русского, английского или башкирского уже недостаточно было для того, чтобы победить. Дети соревновались со знанием еще дополнительно 4-го языка. Это немецкий, турецкий язык, французский язык. И говоря о том, что вот это будущее система образования, наверное, будет не ошибочным, потому что когда ребенок знает несколько языков, он быстрее адаптируется к изменяющемуся миру. И поэтому здесь, я думаю, в День родного языка полилингвальная школа нас тоже порадует своими мероприятиями, потому что, говоря о том полилингвальном образовании, нельзя их оставить в стороне. Поэтому, я думаю, наши полилингвальные школы зададут тон Дню родного языка. Если говорить в целом об изучении нескольких языков, то для чего это нужно в первую очередь, да, и какие возможности это открывает? Сегодня ни для кого не секрет, когда знание английского языка уже стало обыденностью, и когда мы говорим, что английский язык наравне уже должен знать, как и русский язык, да, это все верно. Но родные языки никогда нельзя оставлять в стороне или на второй план, потому что, изучая родной язык, ребенок изучает свою историю, культуру своего народа. Он познает те особенности, которые присущи именно ему, его поколению. И здесь, я думаю, это некая связь между прошлым и будущим, между прошлым и настоящим. И вот как раз вот эта связь строит настоящее, точнее, будущее. И здесь, я думаю, полилингвальное образование сыграет свою хорошую роль. Почему? Потому что именно современная начинка образовательной системы дает возможность изучать родные языки, иностранные языки на новом уровне. То есть ребенок и в познавательной деятельности, и в игровой деятельности изучает несколько языков, и он больше погружается в этот современный мир. То есть обычный пример, когда раньше мы хотели поздравить родных, мы писали письма шли неделю. Сегодня это дело одной кнопки. Мы пишем поздравления, нажимаем кнопку «Отправить», и уже наше СМС, поздравление доставлено адресату. Поэтому все процессы ускоряются, и надо нам тоже ускорять именно процессы в познании, в развитии ребенка. И я думаю, знание нескольких языков – это хороший инструмент. Является ли это направление приоритетным для государства? Какая государственная поддержка оказывается? Сегодня поддержка государственных и родных языков – это очень важный инструмент. И здесь нельзя не сказать о госпрограмме, которая реализуется, была принята главой Республики Башкортостан. И сегодня есть финансирование на мероприятия, на научные статьи, когда мы пишем, когда на те возможности, те создания инструментария, которые необходимы будут для того, чтобы языки сохранялись и в будущем. Например, сегодня мы много говорим о цифровизации. И нельзя не отметить о цифровизации башкирского языка, как родного языка. Сегодня очень много мобильных приложений. То есть мы, если не цифровизируем наш родной язык, то и в будущем будет тяжело его сохранять. Поэтому здесь государством уделяется особое внимание. Почему? Опять же, маленький пример, когда ребенок рождается, у него уже в руках смартфон, то есть ему надо интегрировать наши знания, наши умения, наши книги в современный лад, то есть перевести в смартфон обычным языком. Поэтому здесь делается очень много, особенно по методике преподавания родных языков. Мы говорим, что да,
Если раньше ребенок приходил уже с некой базой, неким багажом знания родного языка, то сегодня мы встречаемся с тем же случаем, когда ребенок уже приходит с нулевым багажом, но с желанием изучать родной язык, и мы должны дать ему эти знания. Поэтому, и естественно, мы меняем методику, меняем сам процесс преподавания родного языка и делаем его более интересным, более познавательным, когда ребенок не только во время урока будет изучать свой родной язык, а также придя домой, где-то на отдыхе, он, элементарно беря в руку смартфон, сможет изучить тот или иной предмет, тот или иной параграф, я уже сказал, на родном языке. И если коротко, мы знаем, что в школах по распоряжению главы Башкортостана Радия Хабирова введена пятидневка, но будет проводиться этносуббота. Вот что здесь предусмотрено? Этносуббота. Мы в этом году постараемся организовать в школах в таком формате, чтобы он не был обычным уроком, не был обычным такого неурочным мероприятием. Я бы сказал, наверное, это будет, планируется некий школьный сабантуй, показать разнообразие языковой культуры, показать именно разнообразие культурной, интересной вот стороны, которая у нас сегодня есть. Потому что не секрет, что у нас в школах изучают помимо родных языков и присутствует несколько национальностей. И каждый ребенок должен знать свою историю, культуру своего народа. И мы предлагаем в наших школах показать вот это разнообразие именно в игровой форме, именно чтобы ребенок не стеснялся своего происхождения, а гордился тем, что он принадлежит к тому или иному этносу. Спасибо большое, Булат Ильшадович, было очень интересно. Будем ждать вас еще у нас в гостях. Спасибо. Ну и давайте на нескольких языках попрощаемся. До свидания. И всем благодарю. Спасибо большое. Обсуждали родные языки вместе с начальником управления национального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан Булатом Зинуровым. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.